فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, описывая сегодняшние события, сказал: «Близко то время, когда общины сплотятся против вас, подобно собравшимся вокруг одного блюда». Тогда один из присутствующих спросил, будут ли мусульмане малочисленными на тот момент. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, ответил, что мусульман будет настолько много, что они будут подобны морской пене, но Всевышний лишит их сердца храбрости, поселив ее в сердца неверующих, а в сердца мусульман поселит слабость. Его спросили, каково проявление этой слабости, на что он сказал, что мусульмане привяжутся к мирскому и будут ненавидеть смерть. Как же правдив посланник Аллаха? Сегодня количество мусульман насчитывается более 2 миллиардов человек, но большинство из них беспечны к последней жизни, а сердца их привязаны к этому тленному миру. Это и есть причина нашей слабости перед другими общинами. Сегодня, наблюдая за тем, что происходит в Палестине, как гибнут наши братья, страдают дети и женщины, мы, как мусульмане, ощущаем на себе всю горечь тех ужасов, что постигли наших братьев-палестинцев. Наш глава, да воздаст ему Аллах благом, призвал жителей республики внести свою лепту в оказании помощи угнетенным палестинцам, совершая в каждое предрассветное время тахаджуд намазы и моля Всевышнего помочь своим рабам. Ибо посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Дуа – это оружие мусульманина, опора религии и свет небес и земли». Если же человек, называющий себя мусульманином, не может даже помолиться за своего брата по вере, то как он может отнести себя к исламу? Проблема Палестины – это не арабская проблема, не национальный вопрос, это часть нашей религии и проблема, которая должна касаться каждого мусульманина. Палестина – это первая кибла мусульман, которой посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, молился в течение 16-17 месяцев, пока ему не было повелено обращаться в сторону Каабы. Палестина – это также третья святыня мусульман и место, куда был переселен господин всех творений, да благословит его Аллах и приветствует, где он совершил коллективную молитву со всеми пророками и посланниками, мир им всем, а затем оттуда же был вознесен на небеса. Поэтому события в Палестине – это вопрос веры и религии, который заботит каждого мусульманина, искренне верующего. Наш шейх Мухаммад Бут-И, да помилует его Аллах, сказал в своем послании воинам из Газы: «Всевышний Аллах выявит посредством вас две вещи – победу и лицемерных людей. Не считайте смерть ваших детей, жен и остальных людей чем-то незначительным. Цена шахады и мученической смерти велика. Чем больше Господь миров одаривает мусульман среди вас степенью шахады, тем близка его помощь и победа мусульман. Сегодня в Палестине мученической смертью гибнут их дети, женщины, старики и сражающиеся мусульмане, и по воле Аллаха все они будут удостоены степенью шахидов». От Саляхуддина передается, что после завоевания Палестины он сказал: «Пока среди нас есть храбрые воины, врагу не одолеть нас». На данный момент по причине слабости мусульман враг одерживает над нами верх, и поэтому обязанность мусульман по отношению к своим братьям – это переживать за них, не оставаться равнодушными, молиться за них и просить их в дуа. Когда подобная ситуация произошла и с Мединой, которая подверглась блокаде со всех сторон, и мусульмане находились в крайне сложном положении, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, вышел в глубокую ночь и произнес следующие слова: «О Аллах, ниспославший Писание, быстрый в расчете, разгромивший партии неверующих, сотряси землю под их стопами. О Аллах, разгроми их и сотряси их». Тогда Всевышний Аллах ниспослал свою помощь мусульманам и даровал им победу над врагом. Некоторые молодые люди, лишенные здравого видения происходящего в Палестине, пишут в социальных сетях, мол, почему мы не выходим на митинги и не принимаем непосредственное участие в борьбе за Палестину? Нет сомнения, что данные заявления исходят от глупых невежд, которые не в силах трезво оценить происходящую ситуацию. С момента начала палестинской проблемы наш глава призвал верующих Чеченской Республики принять дельное участие в постигшей палестинцев проблеме, связав сердца жителей республики с мечетями. Каждое предрассветное время мусульмане молятся Господу миров в течение 40 минут, а затем коллективно совершают утренний намаз.
Наши чеченские воины, подобно палестинцам, сражаются в Украине и отстаивают права мусульман против прихвостней неверия и врагов человечности. Поэтому на данный момент на пути Аллаха сражаются две категории мусульман – палестинцы и наши соотечественники на Украине. А те молодые люди, которые призывают людей выйти на землю Палестины, то пусть, как сказал один ученый из Сирии, сначала завоюют мечеть своей местности, совершая в ней утренние молитвы с верующими. Если они не способны даже на это, то как они собираются завоевать мечеть Аль-Акса? Мы хотели бы зачитать послание, отправленное нам жителями Газы, которое поистине вселяет гордость и радость в наши сердца. Они пишут: «Это послание из Газы командиру, который ведет благословенный джихад против западного крестоносного шествия, шейху-командиру Рамзану Кадырову. Передаем тебе и твоим воинам наши теплые приветствия с Исламского фронта Газы. Мы гордимся вашей храбростью и вашими воинами, которые ведут войну против неверия, многобожия и сатанистов. Подобно вам мы сражаемся на своих землях против врагов ислама. Мы также хотели бы запросить помощь с вашей стороны, если у вас есть такая возможность. Мы будем помогать нашим братьям всеми силами и ресурсами, что владеем. Хоть дороги в Палестину и закрыты для нас на сегодняшний день, но посредством борьбы в Украине против общего врага мы оказываем немалую помощь нашим братьям из Палестины. Для тех, кто не знает, мы напомним, что президент Украины – это сионистский еврей, которого родили евреи и которого поддерживает натовский блок во главе с Америкой. Как мы знаем, президенты таких стран, как Америка, Германия и Франция, на данный момент находятся в Израиле. И мы надеемся, как сказали некоторые праведники, то, что Всевышний собрал их в одном месте, чтобы не спаслать на них свою кару. Пусть Всевышний Аллах одарит верующих явной победой и пробудит в них ревность к своей религии, а также поможет нашим воюющим братьям в Украине.